Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема будет такой: что ждет, что по судьбе на будущей неделе. И если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, так и спросите, что меня ждет, что мне по судьбе на будущей неделе. И давайте посмотрим. Я думаю, что все уже настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, неделя интересная, неделя яркая, событийная. Смотрите, как событий много хороших у вас. И предупреждения, кстати, тоже у вас вышли. Но давайте начнем с предупреждений. На этой неделе вам очень важно беречь себя и своих близких, особенно детей. Идут травмы конечностей, похожие на порезы или какие-то уколы. Ножи, вилки, всякие острые предметы куда-нибудь подальше уберите. И если вы готовите, старайтесь не спешить и быть крайне внимательными, чтобы случайно себя не порезать. Это очень важно, прям показали сразу. Следующий момент. Здоровье. Здоровье, берегите, пожалуйста, свое здоровье от физических нагрузок. На этой неделе вам противопоказаны физические нагрузки, особенно вот усиленные физические нагрузки. Может быть, вы хотели с этой недели сесть на диету, пойти в спортзал. Нет, эта неделя не подходит. Может быть, у вас были грандиозные планы там, по сбору урожая, по какой-то генеральной уборке, по каким-то, может быть, действительно физическим нагрузкам. Отмените. Если вас кто-то будет приглашать физически поработать, не соглашайтесь. Большой риск осложнений, вот травмы, осложнения, какие-то хронические болезни, которые у вас были, тоже все это может всплыть. Почему-то вам физическая нагрузка, она прям как триггер на что-то более серьезное. Поэтому поберегите себя, старайтесь поменьше себя перегружать. И, девочки, ношение тяжелых сумок с магазина – это тоже физическая нагрузка. Будьте поаккуратнее. Прислушивайтесь к себе, к своему телу, к своему организму и старайтесь себя жалеть и беречь именно на этой неделе. Так, какое-то даже нервное потрясение может быть. Нервное потрясение связано с какими-то, как порча имущества идет, да? Что-то побилось, поломалось. Вы пришли на работу, у вас там беспорядок. Поцарапать машину могут. Двери могут там подряпать, да, либо какую-то надпись там нехорошую написать. Что-то вот идет такое пакостное, неприятное. Мои хорошие, не забывайте про камеры слежения. Везде сейчас есть камеры слежения. Вот проверьте в первую очередь, если вдруг, не дай бог, такая неприятность произошла, в первую очередь проверьте камеру слежения. Вы этого человека найдете. Найдете этого человека, обалдеете. Этот человек вам, как мстит, понимаете, в честном поединке он вас не смог, либо она одолеть, поэтому вот такая мелкая пакостная месть идет. Обязательно призовите человека к ответу, не прощайте, пусть компенсирует, пусть извиняется и пусть заглаживает свою вину, это очень важно. Прощать здесь ни в коем случае нельзя. Так, и еще. Возможны конфликты с родственниками. Здесь какие-то претензии в ваш адрес, вот прям как из рога изобилия, да, вот именно претензии. Вы слушаете о себе очень много интересного, да, и такого сказочного. Вот. Реагируйте адекватно. Ни в коем случае не глотайте обиды, а за себя, прям постойте, да. Там, может быть, у вас в противовес есть претензии. Может быть, у вас есть конкретные аргументы. Вот. Не молчите. Я вижу, что правда на вашей стороне. Я вижу, что
там, я не знаю, что-то произошло, какое-то настроение не то, либо там у человека какие-то свои проблемы, ну, на вас как срывается человек, да, на кого сорваться? На невестку, да, там, на кого сорваться? Там, на неугодную там родственницу. Вот, ну, похоже на эту историю. Кстати, у кого-то может быть скандальчик и на работе. На работе, когда вот на вас срывается человек. Может быть, кто-то другой, начальник там, да, расстроил, премию не дал, человек там вышел, и вы как раз на пути, что-то вот какие-то претензии могут пойти. Не молчите, не молчите, ставьте человека на место. Вот, это важно. Это важно, и как и для вас важно, так и для справедливости. Так, еще важный момент. Ревность идет. Ревность от мужчины к вам. Какие-то просьбы неадекватные, да, там, удали мессенджер, удали там какой-то сайт, да, не смотри телефон. Какая-то неадекватная просьба идет. Ни в коем случае не соглашайтесь. Ни в коем случае. Если вы согласитесь, поверьте, это только будет первый шаг. А дальше он вам будет диктовать, да, что вам одевать, как вам его называть, да, и стоит ли вам вообще выходить на улицу. Поэтому, девчонки, ну, стойте на своем. Если человек не прав, если его претензии абсолютно, там, ревность на пустом месте, ну, так спокойненько ему объясните. В поддавки играть с тем человеком не стоит. Это на будущее прям плохая затея, сразу вам говорю. Так, еще момент для тех, у кого есть какая-то помеха в отношениях. Эта помеха может быть в виде человека и в виде какой-то ситуации. Вот именно на этой неделе вот как развитие пойдет, развитие. Вот эта помеха, она начнет потихонечку вот от вас отходить. Не теряйте времени, сближайтесь, договаривайтесь, стройте планы, покупайте там билеты, ну, смотря где вы друг от друга находитесь. Ни в коем случае не отпускайте эту ситуацию, что ой, ну как наладится, так и договоримся. Нет, сразу договаривайтесь, это важно. Так, еще. Кого-то из вас на этой неделе ждет везение. Везение либо удача. Вот прям окажетесь в нужном месте в нужное время. Слушайте, понятно, что вам повезет, и вы будете крайне довольны, вы будете рады, но старайтесь об этом поменьше говорить. Чтобы вас не поглазили, чтобы вы не упустили эту госпожу удачу, да, чтобы вот не выпустили ее руку. Молчите, молчите и все. Даже если вам кто-то скажет, ой, тебе повезло, скажите, да, нет, это не так. Вот. Старайтесь не привлекать именно к этой ситуации внимания. Так. Кто-то вам что-то будет возвращать. Кто-то вот приходит, чтобы вам вернуть деньги, какую-то вещь, как долг, может быть, какой-то вернуть. Что-то у вас брали, да, будут вам возвращать. Причем не один человек, либо они вдвоем придут. Очень потом сложно будет с этими людьми как-то попрощаться. Очень много времени у вас могут отнять. Какие-то бесконечные пустые разговоры могут пойти. Вы либо двери им не открываете, либо там ребенка попросите, чтобы двери открыл и ребенку отдали. Потому что прям время ваше потратить могут, а вы переживать будете. Так, какая-то женщина с очень хорошими вестями идет в вашу жизнь. Ну, либо в гости придет, что-то очень приятное расскажет, либо вы с ней будете говорить там по телефону, по мессенджеру. Порадует вас, ну, прямо от души, вот прям и посмеетесь, поулыбаетесь. И настроение она вам поднимет. Классно. Так, какая-то неспокойная дорога выходит. Дорога дальняя, кстати. Куда-то далеко вы будете ехать. Возможно, какие-то проблемы. Либо пробка какая-то большая, либо транспорт, на котором вы будете ехать, ну, не туда заедет. Вот, как-то долго вы будете добираться, и, кстати, будете переживать, и злиться будете, и нервничать. Но ничего, с Божьей помощью доберетесь до пункта назначения, либо вернетесь домой. Просто вот какой-то стресс у вас может быть вот в дороге. Так. Какая-то очередь, в какую-то очередь кто-то попадет. Очередь за чем-то, за какими-то услугами, либо за какими-то там товарами, продуктами. Долго будете стоять, но результат вас порадует. То есть если вы
хотите получить какие-то документы, либо действительно там в магазине будут какие-то скидки, да, и люди в очередь выстроятся, ни в коем случае не уходите. Результат идет хороший. Вы будете очень довольны. Какая-то тревожная женщина, как птица, какая-то у нее идея, либо какой-то поступок она хочет совершить, вы будете ее отговаривать. А она вообще какая-то непробиваемая, очень сложно ей донести информацию, понервничать придется вам. Но я вижу, что вы ее отговорите. Ну, как спасете даже эту женщину от какой-то ошибки, либо от опрометчивого поступка. Вам за это очень большой плюс придет. И плюс через какое-то время эта женщина сама вот как в себя придет, будет вас благодарить. Подумает хорошенечко о том, что она хотела сделать и какие бы могли быть последствия, потом будет вас благодарить. Так, кто-то из девочек у меня получит то ли цветы, то ли какую-то открыточку, может быть цветы и открыточку. Тайный поклонник. Тайный поклонник обнаружится. Не ищите среди незнакомых, ищите среди бывших. Это тайный поклонник, какой-то ваш бывший мужчина, который вот таким образом решил с вами немножечко позаигрывать. Бывший. Причем, знаете, он может с посыльным вам цветы пришлет, либо сам придет, даст вам цветы и скажет, что вот тебе от какого-то там неизвестного мужчины, и будет смотреть на вашу реакцию, как вы будете реагировать. Кстати, девочки, кто в паре, кто в браке, возможно, что вам какой-то мужчина будет писать с незнакомого номера, приглашает там вас на свидание, там говорить, какой он у вас там влюбленный, как он там давно, вернее, за вами наблюдает. Знаете, что это ваш мужчина развлекается таким образом, как проверяет вас на верность. Может, там сидит с каким-то своим другом, заняться нечем, думает, давай проверим, верная она мне или нет. Вот, поэтому шутить не стоит, потому что он шутку вашу не поймет. Вот, лучше сразу там заблокируйте этот номер, либо там пошлите этого человека куда подальше. Вот, муж, либо мужчина ваш, кто с вами вместе. Так, какая-то обновочка идет интересная, что-то вы себе купите, на ноги будете покупать. Может быть, какие-то туфельки интересные, может быть, даже тапочки, что-то такое милое, красивое, и вас привлечет вот именно как это выглядит. А потом, когда узнаете, сколько это стоит, прям порадуетесь, что-то вы себе купите. Может быть, вам эта вещь не сильно нужна, но вот красиво, красиво хочу и недорого, почему бы и нет. Такая идет покупка. Кстати, кто-то будет усиленно вот ходить по магазинам и покупать детям что-то, детские вещи. Детские вещи, будьте, кстати, очень недовольны либо ассортиментом, либо ценой. Да, тоже может быть. Вот прям у вас идет такое негодование. Как же так? Да, ничего не купить, либо втридорого все стоит. Какой-то женщине еще будете жаловаться, вот прям изливая душу. Как сложно жить, как трудно. Но она вас поддержит, она вас прям утешит. Да, и какие-то вот даже приятности вам скажет, да, либо какую-то новость, информацию, которая вас порадует. Так, выходные. Выходные кто-то проведет в магазинах, а кто-то проведет, скорее всего, вот как за городом, либо на природе. Может быть, в парк пойдете. Смотрите на прогноз погоды. Погода может реально подвести. Берите с собой, например, зонтик, либо более теплую одежду. Что-то может происходить именно такого плана. Там резко похолодает, либо там пойдет дождь. Вот, вам это очень пригодится. Так. Здесь вот у меня два человека, как стенкой друг от друга отгородились. А вы прям так на краешке сидите. Еще подальше, чтобы к этой стенке не касаться. Какое-то недопонимание, обида между вами. Может быть, с любимым человеком поссорились. Знаете, что ваша ссора, она не случайна. Там кто-то постарался, чтобы вас поссорить. Я вижу, что очень сильно вот девушка, женщина обиделась, но вы понимаете, вот то, что вы обиделись, это на руку тому, кто это все разыграл, да, разыграл эту карту.
Вы переживаете, но вот у вас негодование берет верх. А вот мужчина, с кем вы поссорились, он очень хочет помириться. Возможно, будет делать какие-то попытки, но не прямые, что там придет и скажет: все, давай мириться. А, ну, там, не знаю, там лайк вам поставит под фотографией, либо там что-то у вас попросит, да. О попытке на примириться. Миритесь, миритесь, не ругайтесь. Не дайте этой третьей особе добиться своей цели. Это очень важно. И, кстати, да, у кого-то прям отыграется, что человек, который долго не давал о себе знать, наконец-таки сообщит. Но сообщит не лично, а через кого-то. Через кого-то вы получите информацию. Но там тоже есть над чем подумать. Может быть, вы как-то не очень хорошо расстались. Оба гордые, оба упрямые. Поэтому как бы контакт не получается. Так, и еще важный момент касается какого-то гвоздя. Какое-то сложное, трудное дело, ну, действительно, как гвоздь на вашем пути. Вот прям мешал вам этот гвоздь. Какие-то добрые руки тянутся к этому гвоздю, чтобы вам помочь его вытащить. Возможно, вы найдете человека, который способен, в силах, в состоянии вам помочь. Либо кто-то вызовется вот и скажет, что знаю, что у тебя есть проблема, очень хочу тебе помочь. Это очень хорошо, это очень приятно. Не отказывайтесь, решайте свою проблему. Так, мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.